Нейроцентр президентской клиники был открыт в 2016 году после переезда больницы медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан в новое здание на левобережье столицы. Мультидисциплинарный подход – общий тренд президентской клиники. Но в нейрохирургии он выражен особенно ярко. В структуре сформированного нейроцентра имеются такие направления, как хирургия эпилепсии, хирургия двигательных расстройств – это болезнь Паркинсона, тремор, дистония, хирургия инсульта, нейроонкология, хирургия боли, хирургия позвоночника. То есть благодаря командному подходу нам удалось охватить все нейрохирургические направления. Командный подход необходим для того, чтобы полноценно оказывать помощь не только на всех уровнях, скажем, на уровне невролога, нейрохирурга, анестезиолога или нейропсихолога, но также на всех этапах, начиная это диагностика, подбор препаратов, это сама хирургия и послеоперационная нейрореабилитация. В этом отношении сейчас в нейрохирургической практике команда – это все. Практически сразу в нейроцентре организовали такое направление работы, как хирургия двигательных расстройств. Например, пациентам с болезнью Паркинсона в глубинные отделы мозга имплантируются специальные стимуляторы, которые, пожизненно стимулируя электроды, значительно улучшают жизнь пациента. Что касается позвоночника, мы можем лечить и консервативно, и оперативно. Мы, наверное, первая клиника в Казахстане, где полностью собран весь цикл обезболивания позвоночника, начиная от обычных блокад, заканчивая блокады перидуральные, оперативные, мини-инвазивные операции и большие открытые операции. То есть мы делаем сейчас практически все, что необходимо пациентам для того, чтобы продлевать собственную жизнь. Сейчас в Казахстане продолжительность жизни увеличивается, и очень много появляется таких пациентов с проблемами в спине. После операции у нас есть достаточно большой цикл реабилитации. Сюда включает и физкультура, и физиолечение, и медикаментозное лечение. Что касается реабилитации, то, наверное, равным нам в Казахстане точно нет, да, потому что все методики, которые здесь, они очень хорошо помогают нашим пациентам. Я думаю, что мы на острие, что называется, да, то есть самое последнее у нас все есть. Девиз команды эпилептического центра «Эпилепсия излечима» или «Эпилепсия может быть излечима». В нем доктора нейроцентра собрали и лучший всемирный опыт, и накопленный собственными силами. В рамках эпилептического центра проводится первичная диагностика эпилепсии. Есть другой поток пациентов, которым диагноз эпилепсии уже был выставлен, но им требуется коррекция терапии, подтверждение диагноза. Некоторым из них проводится также отмена антиэпилептической терапии. Есть другой поток пациентов, которым проводится предхирургическая диагностика, это фармакорезистентные случаи. Есть четвертый поток пациентов с эпилепсией, это пациенты после операции. Классический случай. Пациент-мужчина не более 40 лет. Заметил, что кружится голова и начались проблемы с сердцебиением. Долго не могли поставить диагноз. После обращения в президентскую клинику, месяца тщательного обследования, консилиума, доктора вынесли вердикт. Есть очаг эпилепсии, который нужно устранить. У пациента было два варианта – всю жизнь провести на препаратах, либо решиться на операцию. Бывает, сидишь на работе где-то, смотришь в окно, и смотришь мир какой-то черно-белый происходит, смотришь на дерево, оно как-то вспоминаешь свое, как будто это где-то было, но в черно-белом виде. Смотришь на какой-нибудь монитор, либо на кресло, оно в каком-то другом виде происходит. И какой-то этот момент происходит двухминутное явление и пропадает. С каждым днем оно ухудшалось, увеличивалось. Вывод, сделанный врачами, приводил к тому, что все-таки следует сделать шаг, лечь к операции и избавиться от недуга. За работой следил Утебеков Рустам Ергалиевич, непосредственный специалист, а также который в будущем непосредственно ювелирному делу самому делал. Ювелирные изделия, как обращался с моим мозгом, это Шпеков Азамат Салимович. Вот непосредственные специалисты. Вот мои снимки все через них проходили. Вот они вывод проводили, сказали, говорит, условно, говорит, 80/20. Но это было не просто так принимать решение. Сказали, говорит, вот, процент соотношения, говорит, можно отличиться от этой болезни, говорит, и жить как здоровые люди.
без лекарств, без каких-либо симптомов. Хирургическое лечение болезни Паркинсона в Казахстане новое направление. Оно вот только развивающееся. И по этой причине мы 3 года назад обратились к европейским специалистам, в частности, неврологам по двигательным расстройствам. И тесно контактируя с ними в рамках нескольких визитов и в рамках менторств, мы научились отбирать пациентов. Это нелегкая задача. Можете представить, из 60 пациентов отбираются только 7-8 только случаев, которым хирургия точно поможет и значительно облегчит их жизнь. Оставшимся необходима коррекция терапии и, возможно, части из них тоже в будущем потребуется хирургия, но для успешности хирургии очень важен правильный отбор. Поэтому мы начали работу совместно с европейскими специалистами. И сейчас мы уже имеем собственный опыт, и персонал, команда уже обучена, и мы уже последний год проводим отбор и хирургию уже самостоятельно. Президентская клиника в конце 2019 года запустила новую рентгенооперационную экспертного класса ангиографическую биплановую установку. Этот аппарат предназначен для выполнения внутрисосудистых или так называемых эндоваскулярных вмешательств. При таких заболеваниях, как аневризма мозга, артериовенозная фистула, для введения клея при опухолях, в целом для лечения инсульта. Но в президентской клинике не просто начали делать операции на ангиографии, но превратили установку в гибридную операционную, где можно одновременно проводить внутрисосудистые и открытые операции. Нейрохирургические операции считаются одними из самых длительных. Врачи могут не выходить из операционной до 20 часов. Но в нейрохирургии процедуры вмешательства отличаются тем, что ты не смотришь на время, для тебя есть конкретная задача. Кроме того, чтобы что-то удалить, ты должен еще и не навредить. И поэтому больше акцент делается на «не навреди».